Холод этой зимой добрался и до Южной Якутии. Северный ледяной ветер, морозы под минус 50. А кому-то приходится еще и работать в таких условиях на улице. Наши корреспонденты встретились с рабочими и узнали, как сохранить тепло в душе, обеспечивая жизнедеятельность района в суровые морозы. Мы давно привыкли пользоваться бытовыми благами цивилизации – вода, газ, канализация. А по-настоящему начинаем ценить эти удобства только тогда, когда что-то ломается. Тогда возникает необходимость в услугах квалифицированного рабочего. Нам на помощь приходит слесарь-сантехник. Он выявит причины неисправностей и устранит аварию. Я работаю свыше 27 лет по канализационной системе ЭКС. Проводим, чтобы у людей уходили стоки, чтобы ничего не засорялось у нас. Обеспечивая работу городских тепловых и водоканализационных сетей, труд слесаря сопряжен с множеством рисков и большой ответственностью. Работать часто приходится на открытом воздухе, и неважно, какой на улице мороз. Ну как у нас получается, мы исправляемся. Вот такая вот у нас работа. Сами видите, на морозе нам выдают спецодежду. Привыкаешь. Люди тоже живут здесь, спасаем. А главный инженер горводоканала Евгений Холод сегодня находится в тепле. Он курирует работу всей бригады. Кстати, старинная славянская фамилия ему досталась от предков, выходцев одноименной деревушки на Украине. Я же не сразу главным инженером стал. И на этом предприятии это у меня 4-я должность. Работал начальником цеха ремонтного, на улице работали. И сутками, и по 3 суток работали на морозе. Поэтому как бы это мне знакомо. Зима очень тяжелый период для предприятия. Но так как у нас работает команда профессионалов на линии, проходим без аварийно. Да, зимой мало у кого есть желание долго находиться на улице. Люди стараются быстрее добраться до дома или офиса. А есть те, для кого улица – это и есть место работы. Под открытым небом также ежедневно трудятся дворники, грузчики и люди других, незаменимых для нашего комфорта и жизнеобеспечения профессий. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгри.